Добрый день, дорогие друзья! С вами программа «Конокпен Жүздесу», в эфире Мадина Куанышқызы. Сегодня у нас в гостях всем известный блогер, администратор соцсетях страницы Талдыкурганец Кайрат Абдрахман. Добро пожаловать! Мы рады вас приветствовать в нашей студии. Наверное, мало людей в городе, можно сказать, даже в области, которые не знали бы о вашей странице и не подписаны на нее. Я бы хотела узнать, с чего все начиналось, как все начиналось? Спасибо за приглашение. Интересная студия здесь. Начиналось «Мой мир» с «Агент» в 2012 году. Потом это было ВКонтакте, Инстаграм. Так и осталось все это. Конечно, с «Мой мир» мы ушли. Ютуб, Фейсбук. И начиналось с того, что в городе не было нормальных СМИ. Именно в плане того, что были они, конечно, да. Но в плане нормально, да, это когда средства массовой информации местно не писали о том, что говорят люди вообще в реале, в жизни. Мы писали о том, что интересует многих талдыкурганцев просто. И интернет — это такая вещь, когда ты видишь обратную связь, в отличие от газеты или телевидения, да. То есть комментарии, мнения жителей. Наверное, это наша была фишка. А если точнее, с чего возникла необходимость открытия? То есть, чтобы показать мнение народа, да, или как-то найти язык? Не было. У нас, знаешь, вот газету «Караван», когда открываешь, и там была сзади, там на, по-моему, предпоследней странице, афиши театров. У нас такого в городе не было. То есть, очень скучно было жить вообще. Ты открываешь газету, ты не знаешь, куда идти, что делать. Хотя есть у нас и музеи, и театры, все есть. То есть мы хотели сделать так, чтобы открыл Талдыкурганец, да, человек посмотрел и понял, что он сегодня пойдет там вечером туда-то, например, да, погуляет. В театре том же самом там, или в парке, может быть. Мы всегда хотели и до сих пор стараемся показывать реальную жизнь, как это, ну, в словах можно, в текстовом формате, на видео, фото. В средствах массовой информации, то есть те, которые у нас есть, на те же газеты, там, «Вечерний Талдыкурган», «Жетису» канал, да, но это всегда очень сжатый формат. Ну, «Жетису», да, может максимально снять там ролик на 3 минуты, мы можем сделать на 20 минут, например. Фотографии, например, опять же, цветных не разместишь в газете, мы можем разместить, это интернет. А насколько трудно быть администратором талдыкурганца? Ну, трудновато, да. Моя голова — это фильтр всех новостей. С утра, получается, я просыпаюсь, ну, где-то к 11, да, бывает. И все, я сразу тяну за телефон, и бывает там от 25 до 40 людей уже написали в WhatsApp, например. Просто это WhatsApp только. Открываешь там Инстаграм, там могут написать, ну, порядка 15-20 людей. Открываешь ВКонтакте, там еще. Открываешь Facebook, и пошло-поехало. В день, в общем, переписка идет, ну, не переписка, вернее, ну, порядка 200 человек пишут нам в день. Информация. Да, разная информация бывает. Не все публикуется, не все. Много передается просто там соответствующим там органам, например, пресс-службу акима города или пресс-службу акима области, например, да. А какая самая глобальная проблема осталась у вас в памяти и вообще нашло ли оно свое решение? Ну, проблем всегда будет много, проблем всегда будет хватать. И в городе много чего не решается до сих пор, конечно. И мне кажется, все-таки нужен тот аким, наверное, области все-таки, может, тот аким города, который действительно будет любить свой город, тот, который здесь будет жить и останется здесь жить. Хорошо, спасибо. Также нам всем известно, что страница, которую вы ведете, она доставляет вышестоящим нужду народа, как вы уже сказали, и выступает от имени самого народа. Но не всегда это, как бы, можно сказать, всегда вызывает недовольство вышестоящих людей. И каковы ваши действия в таких ситуациях? Ну, вы имеете в виду госорганы, что ли? Да. Ой, блин, ну, мы не заявляем там, что прям это народная такая страница, господи. Видим ее просто. Но все-таки вы же говорите от народа. Да нет, я говорю от себя как от гражданского просто. Да, конечно, я не имею права говорить от народа. Послание может только президента быть, по-моему, от народа, что ли, да, такое, по закону. Мне кажется,
жители Талдыкурганца Ну, через считают, вас, наверное, через да. вашу страницу, даже вот эти проблемы, они показывают, что происходит в городе. И как бы это, можно сказать, выступает народ через вашу страницу? Да, мы именно создавали такую площадку для того, чтобы люди высказывались, да. Ну, то, что где-то там, если касается, да, там, косвенно где-то там, или напрямую, да, госоргана какого-нибудь, да, ну, а что делать, это 21 век, и мы с этим сталкиваемся, в принципе, я думаю, это нормальная практика. Хорошо, спасибо. И можно задать такой вопрос. Почему талдыкурганец? Почему не Кайрат Абдрахманов? В чем необходимость вести от талдыкурганца, а не от своей страницы, от своего имени? Талдыкурганец, я не могу от своего имени себя вести. От своего имени я свою веду, именно свою личную страницу веду. А Талдыкурганец, потому что, ну, мы публикуем не только же мой материал и то, что представляют люди. Но вы могли это тоже через свою страницу показывать? Да нет, на своей странице все-таки, если это личное уже, личное, да, да. где-то там свои какие-то чувства. Хорошо, спасибо. Спасибо за интервью. Спасибо, что уделили нам время. Мы рады были вас приветствовать в нашей студии. Желаем вам успехов. И, конечно же, чтобы все проблемы, которые вы, точнее, народ выявляет, нашли свое решение. Спасибо. Спасибо за интервью. А я с вами не прощаюсь. До скорых встреч.